Он прошел через всю Россию, и нигде не покидал его голос Поморья, голос Родины. Вот уже 100 лет, как на картах мира начертано имя Дежнева. Что за этой маленькой строчкой? Кто он? Семен Дежнев. История скупа на подробности, зато открывает перспективу, возможность увидеть главное. Пройдем по его следам через всю страну. Родился Семен Иванович Дежнев в этом северном краю, в одном из таких селений на реке Пиниги в 1605 году, без малого 4 века назад. Здесь когда-то кончались пути новгородцев, обживавших берега Студенного моря, и начинались другие пути, на восток, за камень Урал, в неведомое. Немало землепроходцев уходило в это неведомое из городов и сел русского севера. Михаил Стадухин на Колыму, Владимир Атласов на Камчатку, Ерофей Хабаров в Мангазею и на Амур. Истори поморские мастера умели сладить судно без единого гвоздя. Двойная обшивка выдерживала удары льда, а круглые обводы помогали выскользнуть из ледяных тисков. Конек был хранителем дома, даже если домом становилось легкое морское судно «Коч». И святых землепроходцы выбирали по своему образу и подобию. Прокопий Устюжский всю жизнь провел в дальних странствиях, в поисках новых земель. Быть может, в этом предании виделась юному Семейке Дежневу его собственная судьба, судьба русского казака-землепроходца. Он поступает на государеву службу и покидает родные места. Впереди 1000 верст неизведанного пути. Впереди Сибирь. XVII век – эпоха великих географических открытий. Русь открывала, осваивала и заселяла бескрайние зауральские просторы. И Дежнев был среди тех, кому выпало первыми обживать новые земли. Огромные пространства, разноязычные племена, редкие стойбища. В этих условиях казаку приходилось делать все. Он и путешественник, и солдат, и дипломат. Он представитель властей и строитель, потому что на больших реках надо было ставить крепости, остроги, будущие города. После Тобольска и Енисейска Дежнев служит в Якутске, участвует в походах на Эмикон, Индигирку и Ледовитым океаном добирается до Нижнеколымского острога. Это был крайний форпост на северо-востоке России. Дальше лежало неведомое. На картах все еще оставалось гигантское белое пятно за камнем. Только камнем называли уже не Урал, а горные цепи Колымы.
Со времен Птолемея эти места были сплошной картографической фантазией. Что там? Какая еще даль? июня 1648 года Нижнеколымский острог покинула экспедиция. 90 человек на 7 кочах. Они вышли в Ледовитый океан и взяли курс на восток. Экспедицию снарядил Федот Попов, торговый человек, в поисках новых земель и богатых промысловых угодий. Казакам под началом Дежнева вменялось в обязанность взимать государеву пошлину с добычи и собирать ясак. Голос Поморья. Добрый голос Арктики. От местных жителей русские знали, на востоке есть большая река Анадырь. К устью этой реки и держали путь мореходы. И открывалась им таинственная земля за камнем. Словно из тьмы веков возникали видения далекого прошлого. Странные для казаков ритуалы, невиданные обычаи. Здесь жили охотники на морского зверя, оленеводы, хозяева бескрайней Чукотской тундры. То беспримерное плавание до сих пор вызывает споры. Как могли люди на примитивных суденышках пройти тысячи верст суровым океаном, который оказался непосильным даже через 200 лет для больших и куда более совершенных судов? Большие суда, идущие курсом Дежнева, держались подальше от берегов, и там их останавливали льды, а легкие кочи летели словно чайки вдоль берега, шли прибойной полосой. Были кочи и были люди. Люди, которые решили выдержать все, что обрушит на них Арктика. Это был не просто поединок с ледяными глыбами. Это был поединок с ледовитым океаном. Они теряли товарищей, они теряли кочи, а впереди все то же студенное море, и неизвестно, что ждет их за горизонтом. Берег открывал бухты и селения, можно было свернуть навстречу кострам и ерангам, но Дежнев пробивался на восток, к устью Анадыря. Около 70 дней и ночей шли кочи. Теперь их было уже не 7, а 3.
1 сентября 1648 года открылся мрачный скалистый уступ, круто не спадающий к морю. Большой каменный нос. «А тот большой нос мы, семейка с товарищи, знаем», — писал Дежнев. «А лежит тот нос промеж север на полуношник, на северо-восток». Они обогнули мыс, не ведая, что вошли в тот самый пролив, который разделяет два континента и соединяет два океана. Ворота в Тихий океан. С грохотом распахнулись они, разбив о скалы 5-й коч. Унесло 6-й с Федотом Поповым. Остался последний. «И носила меня семейку по морю, всюду неволею, и выбросила на берег». Завороженная голосом тундры, застыла на месте утица поморская, а люди ушли вперед. Цель экспедиции еще не была достигнута. И шел я, бедной семейка сотоварищей, до Анандр реки ровно 10 недель. 10 недель по снежной пустыне. Их было 25 на берегу, их осталось 12. Страшной была зима для тех 12. И все же они дошли, и построили карбасы, и по весне поднялись к среднему течению реки, и поставили там зимовье, будущий Анадырский острог. Он горел и возрождался снова, и стоял на краю земли, на краю России, первый русский городок за камнем. Документы донесли до нас дежневский принцип: не жесточью, а лаской. Надо было не только собирать ясак в пользу государевой казны, надо было знать людей, их быт и традиции, пресекать междоусобицы, вести переговоры с вождями племен. Это была его работа. И пошли мы в судах на море, и нашли усть той Анандр реки Коргу, а на той Корге вылегает много морской зверь морж. На Корге, на отлогом берегу, Дежнев открыл богатейшее лежбище. Добывали и рыбий зуб, и заморную кость, ископаемую. И это тоже была его работа. «11 лет прослужил Дежнев на Чукотке, а потом отправился в Москву. Не за наградами, не за славой. Он должен был доставить в столицу ясачный обоз, костяную казну и пушнину. Четыре года добирался он до Москвы, а получив свое казацкое жалование за 20 лет службы, вернулся в Сибирь. Не кость и не пушнина были главным богатством, привезенным Дежневым, а сделанное им описание северо-восточной оконечности русской земли, открывающие путь из Европы на восток, к островам и странам Тихого океана. Прошло почти 100 лет, и благодаря его описаниям петербургским академиком Миллером была составлена эта карта. Прошли еще десятилетия, и большой каменный нос назвали именем первооткрывателя — мыс Дежнева. Он не думал об открытиях. Он выполнял свою работу, трудную миссию землепроходца России.
Есть на Чукотке поселок Марково. Лесной островок посреди голой тундры. Живой уголок России. Не потому ли и выбрал Семен Дежнев эти места для своего острога, что стоял когда-то неподалеку? Казацкий корень в этих людях, кровинка поморов. Старинные русские имена — Феофан, Агафон, Прокопий. Русские слова. Рыба-казак называют вожака, что идет впереди стаи. Поморский образ жизни, поморские традиции, поморские песни. Поют русские песни люди тайги и тундры, юкагиры, чукчи, чуванцы, ламуты. Песни, принесенные сюда землепроходцами Семена Дежнева. Голос Поморья. Он здесь. Этот маяк освещает путь тем, кто идет по его следам. Он здесь и ведет караваны судов трудной дорогой, которую прошел первым. Он здесь, потому что это край первопроходцев, и в каждом из них частица дежневского мужества, а в их делах частица его подвига.